Уважаемые жители Ногайского района, сегодня 24 ноября в 10 часов мы собрались и провели сессию районного собрания депутатов. На данном собрании меня, Картакаева Темирлана, единогласным решением 12 присутствующих депутатов избрали председателем райсобрания. На данное райсобрание были приглашены соответствующие органы, прокуратура, представители районной газеты Шольтавасы. Что я хочу сказать? Мы собрались, и на сегодняшний день наша главная задача обеспечить единство всех жителей района. После выборов было некоторое разобщение, но мы считаем важным первостепенной задачей объединиться вокруг одной идеи процветания и развития Ногайского района. Надеюсь, работа нового созыва районного собрания депутата вкупе с районной администрацией приведет к этому результату. Салам алейкум, аяулым ноғай халқым. Мәне бүгін бізде болды бірінші установочный сессиямыз. Әр ауылдан келген депутаттарымыз, 12 депутат болып, біз бүгінге сайладық председатель районного собрания деп Темирлан Картакаев. Аяулым ноғай халқым. Şu yerlerin atынан, özüm atынан председательіміздің söz берем сізге, иншалла, şu yolda түз жүріп, халқымыздың кәрін қолымыздан келген кепті шекпеге. Администрациямында бәріменде тыпақ кепті, әру кепті ішлеп, şu халқымызды бір игия қарап бұрмаға қолымыздан келген көмекті біз иншалла етмеді, бізге сөз береміз. Бәрімізге де қайырлы болсын біздің яңы депутатымыз, яңы председателіміз Картакаев Темирлан. Бәрімізге де салам алейкум. Ассаламу алейкум, новой халқым. Ассаламу алейкум, Ногайский район. Иншалла, міне келдерді Алла өткенбасы бір тілек сізге міне өтіп тұр. Әлі міне рай собрание болды. Иншалла сіз үшін бұл келдер бәрісті Алла өткенбасы янын берерді ойлаймын мен. Сізге сонда кішкей тілегіміз, обращениеміз соқ. Sizin доверияңызды иншалла екпас қыз. Сау олыңыз, сізге шектіріп, поддержать еткеніңізді мұншақ келеді. Иншалла бұл келдер подвать етпесіз. Сау олыңыз. Ассаламу алейкум, дорогие земляки. Сегодня прошла очередная сессия районного собрания 24 ноября 2020 года. Избран председателем районного собрания Картакаев Темирлан, с чем мы его и поздравляем. Человек образованный, эрудированный, молодой, с мощной энергетикой. Спасибо всем депутатам, которые его поддержали. В действительности верим в то, что Темирлан сможет объективно найти подход к властям Республики Дагестан, сделать то, что не считалось возможным в прошлые годы. Желаем успеха Темирлану, здоровья. Вместе мы сила. Эльде тельде денде берлик. Это нарушение конституционных прав человека. Физически не могу это сделать, но у меня голова работает. Почему головой? Отвечая на ваш вопрос, еще раз говорю, у нас все руководители компетентны и работают на компьютере. Этого года, начиная с прошлого года, мы внедряем во все муниципалитеты систему электронного документооборота. Это то, когда глава сам дает поручение своим подразделениям. Это обязанность всех руководителей знать компьютер, работать на компьютере. Сейчас скоро, 5 числа, мы проводим съезд нагайцев. Общероссийский съезд нагайцев мы проводим. У нас там стоит вопрос по земле, второй вопрос по выборам. То, что вы на сегодня уже 2 месяца растягиваете эти выборы, какое вы давление оказываете на наших кандидатов? То, что вы в тот день всех депутатов собирали и их уговаривали под определенного кандидата. То, что вы наших глав сельских поселений собирали, уговаривали. Там такой протокол приняли, где кандидат должен уметь быстро печатать. Кто быстрее пропечатает, то
конкурс проходит. Это нормально? Там про деловые качества, про качество управленца, про моральные качества человека вообще ноль. Нету. Понимаете, они не видят, да? Они не хотят слышать, не хотят видеть, да? Возле кого народ хочет увидеть, кого народ хочет услышать. Они этого не хотят признавать, им без разницы. Вот видите, и поэтому сегодня я вам говорю, идет целенаправленная политика, да, вот как бы, не сказать, что на уничтожение, да, но нас просто-напросто вот вообще не считают за людей. Я не знаю, иначе и по-другому никак не выразиться. С одной стороны, наши земли без нашего ведома, там протокола подписывают, там это, да, и прямо такие распределения уже происходят, да. И с другой стороны, сюда вот так, ставленника своего, нет, вот этот человек у вас будет главой. Заберите меня, я буду представлять. Не надо его рвать. Он Баймагомеда Бушер подчинен. Вы берете то, что смотрите социальная группа. 8 тысяч человек. Уже нам присоединяйтесь. Я не хочу политизировать. Колковский район. Нам не нужно. Давай, все. Сами. Почему толпа ворвалась? Нет, не ворвались. Нас не вообще. Мы хотели пройти на sociальный человек зашел. Нет, оттягивали полицию. Нет, оттягивали. Да ну почему? Это же ваши тоже роды. Почему ваши? Нет, я бывший депутат собрания. Я активист, меня не хотели пропускать сегодня. Меня хотели, я вам объясню. Владимир Викторович, наберите, я вам ситуацию объективно оставлю. Чтобы вот этот раскол остановить, вот это противостояние стоит. В интернете сегодня группа пойдут почти 20-30 тысяч. Нет, последние 20-30 тысяч как раз. Вы не хотите. Беларусь, это не противостояние, что было. Мы вам уже представляете. Остановите. Пусть Арнаков снимется. Один вопрос, ответьте. Мы буду слушать, готов слушать. Противостояние стоит. Пусть Арнаков возьмет, если он какую-то будет. Может, идет на району принести. Вам никто не мешал. Это напали на работу. Тоже полковник, черт, блядь. На работу ты напали. Что? Толпа. Солдат нужен. Ребята, вы что делаете? Не надо, никто никому не хватает. Делайте то, что надо.
Поняли все. Ему сказали все. В общем, с чем народ сегодня, вот вчера, сегодня обеспокоены были, именно незаконное назначение Ярлыкапова на должность исполняющей обязанности главы. И этим народ был обеспокоен. Это было незаконно. Депутаты тоже были обеспокоены. На наших депутатов райсобрания оказывалось давление. Давление со стороны властей, со стороны МВД, со стороны силовиков. Но и депутаты, и народ выдержали это давление. Народ не поддался на провокации. Если кто-то хочет подать нас в другом цвете, что мы какие-то радикальные, нет, здесь народ послушный. И вот заметьте, сегодня ни одного нарушения было. Мы всего лишь хотели соблюдения законности. Закон Российской Федерации, соблюдение устава Ногайского района. И это сегодня свершилось. Несмотря на давление на депутатов, депутаты сказали свое слово. Вот над чем сегодня народ ликует. Народ рад. И мы надеемся в дальнейшем, что все будет законным путем, что все будет по закону.